Несколько дней назад президент Рауль Хаджинба провел совещание по вопросам работы судебной ветви власти. Глава государства очень жестко раскритиковал работу судов всех инстанций, которые, по словам президента, выходят за рамки своих полномочий, а прокуратура слабо надзирает за происходящим. Рауль Хаджинба привел примеры принятия странных, порой противоречащих здравому смыслу решений. Вот последнее время мы проигрываем решения, связанные с недвижимостью по школе, которая раньше была грузинской, сегодня перед 14-й школой. Слушайте, кто вообще дал право передавать в аренду школьные помещения? Детские сады. Вы от этого не исходите? Сегодня мы проигрываем очередное дело по Пицунской теме детского сада. Слушайте, взяли, отрезали, как говорится, кусок земли от детского сада и передали каким-то коммерсантам. Да не каким-то, а известным коммерсантам. Нам стали интересны подробности этих историй, и мы решили выяснить, почему и как договоры аренды довели государственные структуры до суда. Мы направились в Пицунду. Детский сад номер 14 расположен в очень красивом и живописном месте. С одной стороны средняя школа, с другой частные мини-гостиницы и жилой сектор. В рамках российской инвестпрограммы пару лет назад объект стали ремонтировать. Страсти вокруг детского сада разгорелись именно тогда, ведь отданный в аренду объект ремонтировать на государственные деньги нельзя. Сегодня эта территория больше напоминает зону боевых действий. Ямы, рытвины, разные конструкции по периметру. А ведь именно здесь когда-то планировали построить молодежный центр, по крайней мере. Именно так в далеком 2003 году организация Апсуара обозначила свое желание взять в аренду детский сад вместе с прилегающей территорией. Шли годы, здание никакое не строилось, ничего нового здесь не появлялось. Лишь трансформировались соглашения и договоры, которые организация Апсуара периодически видоизменяла. Эта история началась в 2003 году. Тогда телевизионное творческое объединение Апсуара взяло в аренду весь объект общей площадью более 900 квадратных метров с участком почти в 1 гектар. Срок первоначальной аренды составлял 20 лет. Плата начислялась лишь по истечении 2 лет со дня подписания документов и составляла 1050 рублей в месяц. В договоре, заключенном от имени государства, администрации Гагарского района, четко прописаны права и обязанности арендатора. Согласно некоторым пунктам документа, объединение Апсуара обязалось содержать объект в полной исправности и поддерживать прилегающую территорию в надлежащем состоянии. Прошли годы, а на месте детского сада молодежный центр так и не появился. Государство решило, Пицунде больше нужен детский сад, чем заброшенное, хоть и оплачиваемое строение. И тут выяснилось, просто так арендаторы не уйдут. В договоре был предусмотрен и такой вариант развития событий. По нему арендатор имеет право на возмещение стоимости реконструкции, которую он произвел за свой счет. Государство с такой постановкой вопроса согласилось. Размер компенсации составил 4 миллиона рублей. На этом вроде бы и должна была быть поставлена точка, но, как оказалось, все усложнилось еще больше. В соглашении о расторжении договора аренды государственного имущества, то есть того самого детского сада, внезапно появился пункт, согласно которому в границы земельного участка внесли изменения, предоставив объединению Апсуара, у которого к этому моменту сменился руководитель, почти 40 соток земли. Закрепили соглашение о расторжении договора, как и полагается, подписями 2 сторон. Следом появилось распоряжение главы администрации Гагарского района, в котором эти самые 037 га были предоставлены для строительства молодежного центра все тому же объединению Апсуара сроком на 25 лет под весьма благовидным предлогом для благоустройства, развития инфраструктуры и рационального использования земли. Так одна благополучно завершившаяся история переросла в другую, лишив при этом государства 4 миллионов рублей. Сейчас детский сад достроен, ждет оснащения и, возможно, совсем скоро распахнет свои двери малышам. Здесь будет 5 групп. Общее количество детишек немногим более 100 человек. Вот только подъезда к самому зданию детского сада нет ни с одной стороны. В экстренных случаях на территорию не сможет попасть ни пожарная машина, ни скорая помощь.
Петрович. Единственный въезд в детский сад расположен на арендованной объединением Апсора территории. И руководители детского сада уже предупредили о невозможности использовать эту дорогу. Попытка договориться с соседним туркомплексом закончилась ничем. Владельцы частных мини-гостиниц не захотели предоставить кусок земли для строительства ворот. Администрация Гагарского района, учитывая сложную ситуацию, вынуждена была обратиться в суд. Данный детский садик с 2003 года находился в аренде. В 2012 году по соглашению сторон договор был расторгнут и садик попал в комплексный план. Его отреставрировали и отремонтировали. Но те арендаторы, с которыми был заключен ранее договор аренды и был расторгнут по дополнительному соглашению, оставили за собой 37 соток земли. Но администрация Гагаринского района считает, что данная территория относится к детскому садику. И поэтому вот у нас идут все вот эти вот судебные тяжбы. Хотя, несмотря на то, что суд администрация Гагаринского района проиграла, мы на этом не останавливаемся. Мы готовим новые исковые заявления, обращения в прокуратуру, в генеральную. Мы данную территорию будем отстаивать. Эта территория останется за детским садиком. Территория детского сада еще не разграничена. Единственным ориентиром того, где чьи угодья, стала вот эта граверная насыпь. О том, что именно здесь будет построено, не знает никто, кроме, конечно, арендаторов. Проект строительства объединения Апсоров соответствующие службы Гагарского района так и не предоставила. Хотя в распоряжении четко указан срок – 6 месяцев. После этого давались еще 2 года на завершение строительства объекта. Напомню, это было в августе 2014 года. Прошло 3 года. Мы обратились с иском о расторжении договора в суд. Ну, суд не принял наши возражения, принял возражение арендатора и отклонил наш иск. А это уже здание бывшей грузинской школы в Сухуме. Сегодня оно на правах собственности принадлежит Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия. Объект был сдан в аренду на 25 лет гуманитарно-экологическому колледжу еще в 1998 году. Его общая площадь более 2000 квадратных метров, 1800 – сам учебный корпус и 425 – подсобные помещения. Размер земельного участка почти 6000 квадратных метров. На момент передачи объекта здание требовало капитального ремонта. Именно поэтому в договоре Министерство культуры прописало обязанность произвести капитальный ремонт за счет арендатора, датой проведения которого ведомство указало весь срок аренды. Вот и получается, что руководство колледжа может привести здание бывшей школы в порядок и в 2020, и в 2021 году. И не суть важно, что время здесь играет против всех. Ведь за прошедшие почти 20 лет без обновления и ремонта трехэтажное строение без окон и дверей разрушается. Подписанный договор позволял арендатору сдавать объект или его часть в субаренду. Вот только с оговоркой: перестройку, достройку или перепланировку необходимо согласовать с министерством. По договору должен использовать ее именно в целях образовательных и производить ремонт, то есть обслуживать это здание. На наш взгляд, условия договора арендаторам не выполнялись. Не выполнялось, так как части территории и помещений были переданы в субаренду, не известив об этом владельцев. Министерство культуры говорит о существенных нарушениях договора. В частности, речь идет о том, что на территории колледжа появились торговые точки, мойка и станция техобслуживания. Это значит нецелевое использование объекта. Минкультура эти доводы посчитала достаточными для разрыва соглашения с колледжем и начало активную переписку с руководством образовательного учреждения, в которой указывала на нарушение условий договора. Много раз были направлены письма, много раз происходили встречи, но, к сожалению, мы не пришли ни к какому компромиссному решению, и поэтому пришлось подать в суд. Переписка велась в течение многих лет, и уведомления были о прекращении этих строек, да, то есть не раз их уведомляли о том, что данные стройки должны быть приостановлены, что они являются незаконными. Решение не было сразу отправлено в суд, да, без договоренности, то есть на протяжении как минимум 6-7 лет данная проблема она существовала. Мы ссылались на то, что это и есть нецелевое использование прилегающей территории образовательного учреждения, потому что
расположение именно этих площадей, да, они, во-первых, и мешают въезду в образовательное учреждение, и то, что перепланировка была произведена без уведомления собственника, то есть Министерства культуры, тоже является одним из существенных нарушений и поводом для расторжения договора, на что мы ссылались в своем иске. Письменный диалог длился несколько лет, безрезультатно. Арендатор самовольно, без согласия собственника, разрешил субарендаторам разрушить подсобные помещения и на их месте возвести ангары. Для строительства этих новых объектов необходимо было еще и разрешение администрации Сухума. Его арендатор тоже не получал. Более того, даже не предоставлял документы в соответствующие управления. Мы в этом разбирательстве не поставили точку. Мы, конечно, будем дальше настаивать на своей правоте. Ну, обратимся, наверное, в вышестоящие органы. И я думаю, в конце концов, придем к пониманию. Мы пытались достичь точки соприкосновения, предлагали подписать какое-нибудь новое соглашение, такое мировое. Ну, не было услышано. Ну, будем действовать дальше. В нашей стране очень много объектов передано в аренду на разные сроки. Среди них множество примеров добросовестного владения. Взять хотя бы частную школу «Альфа». Здание, в котором еще до войны располагалась грузинская школа, было отдано в аренду в полуразрушенном состоянии более 10 лет назад. За прошедшие годы руководство школы не только восстановило объект, облагородило прилегающую территорию, но и усовершенствовало образовательный процесс. И ни разу собственник помещения не высказал никаких нареканий в адрес арендатора. Нисфа Аршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.